Владимир Юрковский в течение года возглавлял управление культуры МОГУ Ухта. В конце ноября он покинул свой пост. Свой уход никак не комментировал. Мы поговорили с экс-начальником и подвели некоторые итоги его работы. Что нового вы открыли для себя в нашем городе за то время, пока руководили управлением культуры МОГУ Ухта? В силу своего многолетнего опыта работы на руководящих должностях, да и просто в творческом плане, я объездил всю республику. В общем-то, знаю дома культуры и центральные, и дальние, так скажем. Поэтому, конечно, мне всегда было с чем сравнить. И Ухта в этом плане для меня стояла в каком-то приоритете, что ли, как-то имела для меня особое значение. Тем более, что познакомиться очень глубоко, плотно и, так скажем, очень близко с культурой у меня была возможность в 2007 году, когда я занимался организацией 40-летия Севергазпрома. Тогда я был генеральным продюсером этого юбилейного мероприятия, и, безусловно, все коллективы я изучил досконально. Вот. Безусловно, что-то поменялось за это время, но основы, костяк какой-то остался. И здесь, зная уже именно вот этих, так скажем, мэтров, тем не менее, все равно познакомился за этот год работы с новыми интересными людьми, с творческими, которые, может быть, совсем недавно пришли, ну, так скажем, последние несколько лет здесь, в Ухте, работают, которые окончили высшее учебное заведение, которые еще до сих пор учатся. И мне это было всегда очень приятно, что Ухта пополняется профессиональными кадрами, именно своими. Это очень важно, потому что когда ты приглашаешь кого-то извне, из другой территории, всегда становится вопрос, в первую очередь, жилья. И здесь, конечно, нужно отдать должное, то, что город всегда, культура всегда шла навстречу и старалась поддерживать в первую очередь своих. Ну, несмотря на то, что я вроде как пришлый человек, я в Сыктывкаре, но я не разделял. И Ухта всегда была, и с первых дней моей работы здесь, в управлении культуры, я воспринял это как свое, как родное, как близкое. Поэтому все, что было нового и интересного, оно, в общем-то, было уже в какой-то степени уже знакомо мне. В чем, на ваш взгляд, состоит отличие культурной сферы Ухты от культурной сферы Сыктывкара? Ну, здесь очень большая беда и проблема для Сыктывкара в том, что в Сыктывкаре нет своего дворца культуры. И все коллективы, самодеятельные коллективы, все творческие коллективы, клубные формирования вынуждены размещаться на каких-то таких временных, может быть, даже территориях, что не очень удобно. Здесь в этом плане, конечно, Ухта в более привилегированном положении, тем более, что зал на 1000 мест – это единственный в республике такой большой зал. И здесь у Ухты есть свои преимущества в этом плане. Ну, а безусловно, городской дворец культуры, как самый крупный объект, да, как самое крупное учреждение культуры в Ухте, оно и объединяет вокруг себя самые сильные, лучшие коллективы города. Но я не могу сказать, что в других учреждениях культуры слабые коллективы. Они все отличаются друг от друга. У каждого своя изюминка, свои достоинства. И, наверное, моя задача была как начальник управления культуры именно отметить и поддерживать не только городской дворец культуры, но и всех остальных, и объединять их. Именно поэтому все мероприятия, все проекты, которые мы заводили и завели в Ухте, да, они всегда подразумевали, я ставил для себя и для всех своих, так скажем, сотрудников задачу, что если мы проводим мероприятие, это наше общее. И в этом мероприятии, в этом концерте, в этих гастролях должны принимать лучшие коллективы Ухты в целом. Какие крупные проекты удалось реализовать за год вашего управления и какие остались в перспективе? Я сторонник того, что если я как руководитель, я должен не мешать, а помогать. И если что-то предлагаю новое, интересное, то это должен быть крупный проект. Опять же, объединяющий всех вокруг себя. И первым, наверное, таким масштабным проектом, ну, я почему говорю это вот для себя, я всегда оцениваю свою работу не по своим собственным, так скажем, ощущениям и словам, я всегда оцениваю свою работу по отзывам других людей, которые видят, причем даже совершенно не обязательно, что это должны быть из отрасли культуры. То есть это совершенно обыкновенные люди, горожане, жители. И когда ко мне до сих пор, вот спустя уже сколько месяцев, подходят и говорят, что такого 9 мая никогда в Ухте не было, фестиваль красок, да, тоже вроде мелочь, но знаете, когда фонтан, и когда мальчишки, девчонки веселятся, и вот
из таких изюминок состоит вот праздник для людей, для молодежи. Кроме этого, безусловно, для меня очень большое тоже достижение. Я горжусь этим, что, например, мы провели юбилей 70-летия отрасли культуры. Тоже это было новое, это было необычное. Самое главное, отрасль обрела праздник и обрела события. Целый цикл в течение 10 дней мы проводили практически ежедневно что-то, связанное с библиотекой, с музеем, с мероприятиями, выставки, выставки сценических костюмов, фотовыставки, безусловно, гала-концерт. Все это было проведено, и я считаю, что было очень интересно, хорошо, красиво. Ну, а если говорить о флешмобе, который мы его так назвали, там это спорный вопрос, но тем не менее, знаете, когда 1200 человек принимают в нем участие, и когда практически ни одного отрицательного отзыва, и все мальчишки и девчонки потом в интернете везде делились своими впечатлениями, фотографиями, и вот эта известная фотография с квадрокоптера, которая была снята, и там было написано «Культура Ухта-70», мы прозвучали не только на Ухту, не только на республику, но и на Россию, потому что ко мне звонили, писали, удивлялись, восхищались, радовались, поздравляли. Это тоже событие. Ну, а если говорить о каких-то мероприятиях, которые затрагивали персоналии, то мне очень приятно то, что мы подписали договор, приняли на работу нашего знаменитого коллекционера МООР, наша знаменитая теплушка, и она сегодня проходит процедуру передачи на наш краеведческий музей. То есть я надеюсь, что в следующем году эта теплушка будет стоять у нас на нашей территории, и эти экспонаты тоже войдут в коллекцию. Это будет приобретение богатое, хорошее, красивое для Ухты. Я забыл сказать про «Вечный огонь». Тот дикторский текст, который сегодня звучит на «Вечном огне», в республике такого еще нет, в других городах. Он опять же позволил Ухте проявить, показать свое уважение, дань уважения к погибшим ухтинцам и вообще в целом к людям, которые погибли на фронтах в годы Великой Отечественной войны. И сегодня, придя на «Вечный огонь», молодые люди могут послушать, прислушаться к самому себе, к своему сердцу, к своим мыслям. И, может быть, это их остановит от каких-то нехороших поступков. Это очень важно. Но по жизни я всегда для себя ставил задачу, чтобы что-то осталось на будущее. И здесь могу просто перечислить. Это книга, которую мы выпустили, «Культура Ухты в лицах». Это тоже будущим поколениям. Это мы отдали дань памяти и уважения тем работникам культуры, которые когда-то работали здесь, в Ухте, и до сих пор живут и работают. Это, безусловно, вот наше, как говорится, наш низкий поклон именно вот этим людям. С гордостью могу сказать о том, что мы сняли фильм про 9 мая, в том числе с участием и вашей компании, с которой мы подписали соглашение в начале этого года о сотрудничестве. Это сотрудничество продолжалось. Я благодарю компанию ГСП, Константину Эдуардовичу Пивоварову, что мы в начале этого года подписали с ним соглашение. И в рамках этого соглашения было сделано очень много интересного, яркого. И было донесено до жителей города. Это, наверное, вот это сотрудничество очень важно. Такое сотрудничество, такой договор о сотрудничестве мы подписали в начале этого года с Республиканским театром драмы города Сыктывкара. И в рамках этого соглашения мы проводили обменные гастроли. И еще в Ухте запланировано, я надеюсь, что все состоится. И в следующем году у нас запланированы многочисленные мероприятия. Практически каждый месяц какой-то коллектив ухтинский будет представлять свое творчество в Сыктывкаре, в столице. Я считаю, что это хорошо. Ведь для коллектива выехать на гастроли – это очень важно. Это что-то новенькое, свежее. Понимаете, показать себя, продемонстрировать свое искусство. Вот. А для творческого человека это очень важно. И здесь, конечно, я надеюсь, что все это состоится, все это пройдет. Планируете ли вы и дальше заниматься международным конкурсом юных вокалистов на призы Ольги Сосновской? Это тот проект, который я веду с 1998 года, когда стал продюсером этого конкурса. И мы, безусловно, его будем развивать точно так же. То есть я его никогда не бросал, просто так получилось, что как раз этот год
В 2015 году конкурс не проходил. Мы уже проводим его раз в 2 года. И поэтому в 2016 году мы, самое главное, получили подтверждение от нашего постоянного партнера, спонсора, что он поддержит нас в 2016 году, профинансирует этот проект. А он не дешевый. Но мы проводим очень тоже много мероприятий. Поэтому точно так же, как и детей республики, и детей Ухты, подростков мы ждем на этом конкурсе. В 2013 году Сыктывкар отметил бенефис, посвященный 20-летию вашей творческой деятельности. Что вы делаете, чтобы не потерять творческие навыки и мастерство? Это очень сложный вопрос. Почему? Потому что еще когда учился первый раз в ГИТИСе, я 2 раза заканчивал, да, мне тогда педагог говорил: Володя, нужно заниматься чем-то одним. И, собственно говоря, это может быть мой недостаток, да, потому что я стараюсь охватить много всего. Но, безусловно, чем-то приходится жертвовать. И когда я работаю как чиновник, как администратор, я не имею возможности полностью отдаться, предположим, творчеству. Приходится жертвовать именно этим. Но в свободное время, безусловно, я встречаюсь со своим педагогом, своей супругой, с Ольгой. Мы с ней занимаемся, потому что все равно петь любят все. А я должен хотя бы каким-то образом поддерживать свою вокальную форму профессиональную. Вот. И здесь, конечно, вот сегодня мне появляется опять какая-то возможность, я плотно буду заниматься этим вопросом. И я всегда без лишней скромности говорю о том, что я хороший актер, я талантливый актер и мог бы, наверное, достичь каких-то высот. Но так получается, что я знаю эту профессию изнутри. И каждому артисту, каждому коллективу нужен свой покровитель, так скажем, руководитель, который бы поддерживал. К сожалению, я наблюдал много лет за тем, что мне казалось, что не хватает вот такого покровителя. Именно поэтому я пошел учиться в ГИТИС 2 раз, для того, чтобы стать руководителем в творческой среде, администратором, директором, продюсером и уже поддерживать творческие коллективы людей. Если этого нет, если нет вот этой любви к актерам, то им тяжело очень пробиваться. Ну, в нашей стране продюсерство только-только, ну, вот оно как бы поднимается, зарождается. Ну, сегодня, наверное, оно уже даже есть. А если говорить о провинциальных городах, ну, я считаю, что Республика Коми все-таки находится в отдалении, то, безусловно, этого нет. Ну, я единственный профессиональный продюсер в Республике Коми, и я знаю эту всю кухню, я знаю, как это все делается и как это должно делаться. И нужно помогать коллективам. Да, у меня есть супруга, и нам в этом плане с ней повезло. У нас получился очень хороший тандем, и мы с ней работали и работаем на протяжении многих-многих лет. С 95-го года вместе сотрудничаем, 20 лет нашей творческой дружбе, да? Вот. И это, безусловно, дает определенные результаты. Точно так же любому коллективу, любому исполнителю, творческому человеку, художнику, композитору, артисту, танцевальному коллективу нужен свой папа, свой отец, мать, которые бы лелеяли, холили, наказывали, поощряли, в том числе, да, все это должно, как большая семья. И вот я всегда, когда переходил на административную работу, только с этой точки зрения, я очень люблю творческих людей, я не могу их не поддерживать, но в том числе, зная их вот этот вот такой вот характер, вот эта бескожность, так скажем, да, зная, что они порой слишком эмоциональны, может быть, поэтому я точно так же, понимая эту ситуацию, я и веду себя с ними все-таки иногда и строго. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Но для меня самое главное – результат и профессионализм. Не получится ли так, что с вашим уходом прервется сотрудничество Ухты и Сыктывкара? Театр драмы и колледж искусств, с которым тоже у нас подписано соглашение, это сотрудничество, оно должно продолжаться. Именно для этого это было подписано. Вот. И здесь я думаю, что Сыктывкар будет только рад принимать ухтинцев. Но эта любовь должна быть взаимной. Это как, опять же, как в большой семье, как в хорошей, доброй семье. Каждый должен сделать что-то для другого. Взаимная любовь, только она может позволить принести плоды, родить ребенка. И вот это творчество, этот творческий продукт, который, да, появляется у творческих людей, он тоже может возникнуть только из большой любви. И здесь все очень взаимосвязано.